Ради корысти и собственного удовольствия они продумывают все до мелочей, готовясь к очередной охоте, демонстрируя при этом полное безразличие не только по отношению к животным и природе, но и к людям. Последнее из ноу-хау – ловушки для прокола шин, установленные по дорогам, где обычно проезжают егеря. Последних, к счастью, это не останавливает. Сотрудники охотоугодий целенаправленно проводят борьбу с браконьерством. В Сунжинском лесном хозяйстве, в частности, недавно выявлены несколько засидок. Вот такие браконьерские вышки и засидки можно обнаружить буквально на каждом шагу. Хотя сотрудники отдела охотничьего хозяйства и борются с таким явлением, но безрезультатно. Через определенное время появляются новые. Эти деревянные и железные настилы, закрепленные на деревьях на высоте 3-4 метров, браконьеры используют для незаконной добычи животных. В ходе очередного рейдового мероприятия на территории Сунжинского района инспекторами было выявлено несколько правонарушений. Все незаконно построенные лабазы были на месте демонтированы. Сегодня мы проводим мероприятие по уничтожению, как называются эти браконьерские сиделки. Они в ночное время приходят, сидят. Вот видите, зверь обычно на тропы поднимается. Здесь кукуруза была. Кукурузу убрали, сейчас зверь видимость хороший, зверь будет, кабаны будут ходить по полю. Они привыкли ходить по полю, они сейчас будут ходить. Поэтому мы решили убрать. Мы убираем, и все время вот так уничтожаем. Устанавливают данные засидки браконьеры варварским способом, вбивая куски арматуры в дерево, что приводит к его гибели. А для удобства отстреливания животных они устанавливают различные приманки. Если мы на личном поймали человека, который это сделал, мы составляем протокол или вызываем инспекцию. У нас есть инспекторский отдел, вызываем их, если доступно им приехать сразу, они приезжают. Эта вышка была, я им предупреждал, они сказали, мы уберем, что в середине стоит вот на поле, уберем, выкинем с поля. Ну вот видите, они как сказали, выкинули. Такие рейды сотрудники охотуправления проводят регулярно. В этот раз работы немного. В следующий раз браконьерам будет сделано предупреждение, а их деятельность не останется безнаказанной. Магомед Дилой, Ахмед Эсмурзиев, Наиб Сучой, Вести Ингушетия.